О самых заметных событиях пятницы, 30 декабря, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Мечты исполняет Владимир Путин. Многодетной семье из пригородного села Хатасы подарили 2 персональных компьютера от имени президента России. Приближающийся праздник не повод для отдыха. Глава Якутии посетил с рабочим визитом Мегино-Кангаласский район. Расскажем подробности визита Айсена Николаева. Уходящий год в Нерюнгринском районе ознаменован рядом серьезных достижений. Подведем итоги и озвучим главное. Планы на наступающий год у алданских каратистов. Масштабный у спортсменов завершился цикл тренировок, в ходе которого мастер-классы давал именитый сенсей. Несмотря на комфортную температуру воздуха в Якутии, сегодня, в последний день уходящего года, синоптики прогнозируют умеренный мороз. Какая погода ожидается в регионе в праздничные выходные? Владимир Путин за последние 2 дня подписал 92 закона. Все документы опубликованы на федеральном портале правовой информации. Касаются они укрепления безопасности, поддержки мобилизованных и их семей, развития экономики, новых правил для такси, защиты прав граждан, цифровизации. Утверждено создание в России единой базы генетической информации, а также интеграции новых регионов. Мобилизация изменила уклад жизни наших семей. В эти трудные минуты мы сплотились воедино для того, чтобы оказать психологическую, юридическую, медицинскую и бытовую помощь нашим землякам. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина. Также в регионе продолжают оказывать меры поддержки семьям мобилизованных граждан. Всего поступило 794 обращения, из них отработано 586, в работе 208. Каждое обращение рассматривают индивидуально, подчеркнула Ольга Балабкина. На региональном уровне мы разработали, внедрили и практически уже завершили доведение 18 основных мер социальной поддержки. Телеграм-группы объединили около 90% всех мам, жен и близких родственников. Все знают, что такая форма работы позволила нам максимально в короткие сроки решать вопросы и проблемы, с которыми многие сталкивались, исходя из жизненных ситуаций. Проведение специальной военной операции – это правильное и важное решение для будущего страны. И коллектив водоканала поддерживает участников спецоперации и их семьи. Такую мысль озвучил генеральный директор водоканала Анатолий Крыжигасов. Те превентивные меры, которые приняты, они, во-первых, для защиты нашего населения. И видно, что наши войска не используют ковровые бомбардировки, как это по всему миру делала американская армия, натовская армия. И поэтому, конечно же, кажется, есть какие-то сложности. Тем не менее, мы во имя сохранения жизни людей, населения, гражданского населения, вот такая тактика принята, и нами только это приветствуется. А многодетной семье Акунушкиных из пригородного села Хатасы подарили 2 персональных компьютера от имени президента России. Родители рассказали, что письмо Владимиру Путину написал 3-й сын Артур в надежде на новогоднее чудо. И чудо произошло. В многодетной семье растут 7 сыновей. По словам родителей, все они хорошисты учебы, занимаются вольной борьбой и любят исполнять якутский народный эпос «Олонхо». Мама Ольга Акунушкина отметила, что в последние годы в стране и республике делается очень много для поддержки многодетных семей. Письмо писал Артур, 3-й сын. В надежде, может, а вдруг письмо найдет. Но до последнего не верили. И вот, оказывается, письмо получили. И вот подарок дети тоже получили. Очень рады, удивились. Спасибо президенту нашему Владимиру Владимировичу за такой подарок. И то, что получил наше письмо, очень рады, удивились. Неожиданно. Сюрприз перед Новым годом вообще. Глава Якутии посетил с рабочим визитом Мегино-Кангаласский район. Деловая поездка началась с церемонии возложения цветов к памятнику героя Советского Союза Федора Попова. Затем Айсен Николаев вручил ключи от квартир жителям села Майя. В канун Нового года в селе введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома по программе переселения из аварийного жилья.
Кроме этого, глава посетил семью участника специальной военной операции. В ходе беседы он убедился в том, что обеспечены все назначенные меры господдержки. Также супруга мобилизованного обратилась к главе с просьбой проконтролировать исполнение госпрограммы по газификации их участка. На что глава ответил, что в кратчайшие сроки урегулирует этот вопрос. В завершении рабочей поездки Айсан Николаев встретился с главой Мегино-Кангаласского улуса Дмитрием Тихоновым. Обсудили строительство ряда социальных объектов в районе. Это и Дом культуры в Нижнем Бестяхе, дом для старшего поколения социальный, также строительство больничного комплекса долгожданного здесь, в селе Мая. Конечно же, дальнейшее продолжение программы переселения из аварийного жилья. Ну и одна из главных задач, которая стоит перед улусом и его администрацией, это дальнейшее развитие сельского хозяйства. В Якутии назначен руководитель регионального отделения Социального фонда России. Так, приказом Фонда пенсионного и соцстрахования на должность управляющего новым органом по Якутии назначена Марина Герман, управляющая региональным отделением Фонда соцстрахования. К своим новым обязанностям Марина Евгеньевна приступит с 1 января. Напомним, что новый фонд образуется при слиянии ПФР и Фонда соцстрахования. Северо-Восточный федеральный университет вошел в число 119 вузов грантополучателей программы «Приоритет-2030». Таким образом, инициативы коллективов СВФУ, направленные на поддержку стратегического развития страны, будут профинансированы. Всего в этом году университет реализовал 18 инициатив, прошедших отбор в рамках 3 стратегических проектов программы развития. По словам главы Миноборнауки России Валерия Фалькова, по результатам отбора комиссия до 20 января направит университетам-участникам рекомендации по актуализации программ развития. Особое внимание будет уделено методикам реализации стратегических проектов. Мэрия Мирного выделила грант некоммерческим организациям. Ежегодно администрация проводит конкурс для некоммерческих организаций алмазной столицы. Финансовую помощь для реализации проектов могут получить спортивные, культурные и другие объединения. О том, кто получил финансовую помощь в этом году, смотрите в материале. Тренировки несколько раз в неделю для осуществления мечты. Воспитанник секции карате Артем Аникин занимается этим видом спорта 7-й год. 14-летний спортсмен мечтает сдать на черный пояс. Однако одних тренировок мало. Нужно ездить на учебно-тренировочные сборы. Вот сборы, на которые я ездил, лагерь, он добавил выносливости, техники. Он помог, он много чего помог. Добавил все, даже режим мой отрегулировал. В этом году учебно-тренировочные сборы мирнинских каратистов стали возможными благодаря городскому гранту. 15 юных спортсменов в месяц тренировались на побережье Черного моря в лагере «Спарта». Конечно, нужны такие. Поддержка, несомненно, требуется от государства. Впервые участвовали в гранте, выиграли грант города. До этого не участвовали. Собрались силами. Попытаемся в будущем, естественно, при наличии базы попробуем сделать еще. Благодаря городскому гранту за 10 лет реализовали 55 проектов. Мероприятия для многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, проекты по пожарной безопасности. Также по гранту была приобретена полевая кухня, которая радует горожан на День Победы. В этом году субсидии получили 5 некоммерческих организаций. Среди них Центр развития спорта и творчества «Дебют», где мирнинцы старшего возраста занимаются резьбой по дереву. Финансовую помощь умельцы потратили на приобретение материалов и участие на выставках. Приобрели пиломатериалы и оборудование, чтобы приготовить для людей, которые занимаются щиты. И участвовали на выставках. Это было все благодаря гранту. Мы ездили в Верхневилюйск на Аланхо, здесь участвовали 2 раза, кажется. И дальше в Нюрбе были. В этом году мы хорошо поездили благодаря грантам. Руководители некоммерческих организаций признаются, без финансовой поддержки государства сложно вести деятельность.
Кроме секции карате и центра «Дебют», в этом году субсидии от города получили Нирнинское отделение общественного движения Ассамблея народов Республики Саха-Якутия, автомобильно-мотоциклетный клуб «Баянай» и Федерация бокса Мирнинского района. Всего мэрия Мирного на гранты выделила 2 миллиона рублей. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, медиакомпания «Алмазный край». В Ленске планируют строительство электростанции на 550 мегаватт. Ее предназначение для нужд восточного полигона Байкало-Амурской магистрали. Промышленный рост требует новых источников электроэнергии. Имеющихся уже не хватает для текущих потребностей. Поэтому и решено в нефтегазовой и алмазодобывающей Западной Якутии строительство электростанции. Мнение о строительстве выразил глава города Анатолий Макушев. В эксплуатации, по информации руководства Интеррау, будет привлечено до 400 человек. В свете этого мы понимаем, что привлечение местных кадров – это одна из основных задач любого уровня власти. Состоялась встреча с Ленским технологическим техникумом для того, чтобы обговорить все нюансы, тонкости, какие специальности именно нужны, какого уровня квалификации специалистов, чтобы к моменту окончания стройки задействовать наших местных кадров. Конечно, это и привлечение местных и снижение оттока населения. Предприятию-застройщику потребуются земельные участки для объекта, а также земля, на которой возведут многоквартирные жилые дома для работников станции. Как стало известно, многие планируют переехать на постоянное проживание в Ленск. Уходящий год в Нерюнгринском районе ознаменован рядом серьезных достижений. Успешно продолжена реализация национальных проектов, республиканских и районных программ по улучшению качества жизни населения, рассказывает Иван Мазаренко. Одним из главных вызовов 2022 года стала частичная военная мобилизация. В самые короткие сроки районными властями была налажена работа по поддержке как мобилизованных, так и их семей. Особенно тяжелые моменты испытывают люди, чьи родные и близкие сейчас находятся в зоне СВО и выполняют свой воинский долг с оружием в руках. Понимаем, что их родные и близкие остались здесь и живут с нами, рядом, это наши соседи. Тут действительно немножко вообще, не немножко, а очень серьезно перезагрузились. И теперь считаем своим долгом уделить максимум внимания этим людям для того, чтобы вместе с тем психологическим накалом, как говорится, они чувствовали, что рядом у них есть поддержка, что рядом у них есть настоящие друзья, настоящие земляки, которые никогда в жизни не бросят их в трудную минуту. Один из острых вопросов – качество оказания медицинской помощи населению района. Вопрос обсуждается уже не первый год, и в последнее время удалось сдвинуть дело с мертвой точки. Так были реконструированы и отремонтированы детская поликлиника в городе Нерюнгри и ряд медицинских учреждений в поселках района. Также у нас 12 объектов здравоохранения вошли в указ главы Республики Саха-Якутия о развитии Нерюнгринского района. И вот эти объекты, которые он обозначил, женская консультация, кожно-венерические диспансеры, блок Б больничного комплекса, идут первым этапом проведения ремонтных работ. И уже сейчас, в 2022 году, из государственного бюджета Республики Саха-Якутия было выделено 85 миллионов рублей на первый этап реконструкции женской консультации. И привлечены средства из федерального бюджета, уже определены источники, там такая существенная сумма, 960 миллионов рублей на эти три объекта уже определена на 2023, 2024, 2025 год. Большой объем работ выполнен по благоустройству, а также строительству и ремонту дорог. Всего по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Нерюнгри уже благоустроили 6 дворов для многоквартирных домов. Еще 3 придомовых территории вошли в программу поддержки местных инициатив на 2023. Приоритетно это городское хозяйство, это содержание дорог. Летнее содержание дорог, именно качество асфальта и асфальтной работы. Хочу вам также сказать, что у нас приходят в город инвесторы, которые планируют строить жилье строить за свои деньги. Есть понимание, планируется строительство трех домов от 5 этажей до 9. Построен и сдан в эксплуатацию новый физкультурный комплекс в Чульмане. Отремонтирован каток в Серебряном Боре. Продолжается реконструкция аэропорта. Начато и продолжено финансирование целого ряда инфраструктурных проектов и социальных объектов. Непростой, но интересный год. И, естественно, пройдя такие испытания, я уверен, что наше общество, вот, осознавая, в каких реалиях мы сейчас живем, становится более сплоченным, более дружным, скажу так, и более консолидированным. Поэтому будем работать, тем более будущий 23-й год объявлен годом труда в республике, в муниципальном образовании, Нерюнгринский район. Поэтому впереди только труд созидательный, труд полезный, труд
для блага будущих поколений. Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, что Нерюнгринский район достойно справился со всеми вызовами и с большой уверенностью и оптимизмом встречает 2023 год. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ввод в эксплуатацию кардиососудистого центра в Якутске уже в первые месяцы работы положительно влияет на текущую демографическую ситуацию в Якутии. Так, по данным Минздрава, смертность населения республики от болезни системы кровообращения по предварительным данным за 11 месяцев снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом. С первых же дней открытия в центре проводят уникальные высокотехнологичные операции. Проведено более 300 операций на сердце. На базе вновь открывшегося дистанционно-консультативного центра проводят телемедицинские консультации в режиме 24/7. Последний рабочий день уходящего года в Алданской центральной больнице был отмечен важным событием. Торжественно открыли кабинет компьютерной томографии. Современный компьютерный томограф с расширенным функционалом поступил в больницу в рамках программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С получением оборудования медработников поздравил глава Алданского района Александр Шестопалов. Томограф позволит расширить уровень диагностики пациентов, страдающих различными заболеваниями. Обширная и глубокая диагностика позволяет принять своевременные меры и верно выбрать тактику лечения, что в огромном количестве случаев является залогом успешного исцеления. Получение нового компьютерного томографа с расширенными функциональными возможностями, прежде всего ориентированного на диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, сердечно-сосудистых катастроф, которые нам просто жизненно необходимы в оказании экстренной медицинской помощи. Мы очень долго ждали, и для Алданской центральной больницы, в целом для всего Алданского района, это, можно сказать, очень огромное достижение. Получить такое высокотехнологичное медицинское оборудование. Планы на наступающий год у алданских каратистов масштабные. Впереди всероссийские чемпионаты, международные соревнования и первенство мира. Недавно у спортсменов завершился трехдневный цикл тренировок, в ходе которого мастер-классы давал куратор Федерации карате, именитый сенсей Александр Еременко. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Это кадры одного из мастер-классов, которые давал каратистам Александр Еременко. Он является куратором Алданской Федерации карате. Сенсей, как почтительно ученики обращаются к наставнику, проводил тренировки в течение 3 дней. Мы проводили ряд мастер-классов. Сенсей делился боевой техникой, боевым опытом. И, конечно, самая важная причина приезда – это подготовка к экзамену и разбор техники. Спортивный сезон для алданских каратистов выдался насыщенным. Наращивая мастерство и оттачивая технику, в турнирах и соревнованиях различных уровней ребята выступают достойно. 2023 год готовит спортсменам не менее серьезные испытания. В этот год у нас уже есть приложение по положению на первенство мира. То есть, конечно, мы сейчас будем усилять нашу сборную команду, проработали ряд вопросов с компаниями по спонсорам, потому что все выезда, они тяжелые. Вот в этот год у нас наши какие-то выезда уже нам помогут. И, конечно, будем усилять сборную. Залогом будущих побед для спортсменов становится каждая тренировка. Наряду с мировым первенством, базовой техникой приемов и тактикой бросков в наступающем году ребята померяются с соперниками во всероссийских чемпионатах и международных турнирах. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Аэропорт Якутск проинформировал о режиме работы пассажирского и грузового терминала в новогодние дни 31 декабря. Пассажирский терминал открыт до 14 часов. 1 и 2 января – выходные дни. 3 января аэропорт начнет работу в 4:00. Что касается грузового терминала, то 31 декабря он работает также до 14 часов. 1 и 2 января – выходные дни. С 3 января начинает работу с 8:00. Окно приема малогабаритного груза в аэровокзале 31 декабря, а также с 1 по 8 января не работает. С 9 января услуга будет доступна в обычном режиме.
Жителей и гостей столицы приглашают посетить культурные мероприятия в новогодние каникулы. Так, со 2 по 8 января детей и их родителей ждут на премьере музыкальные сказки «Малыш и Карлсон» в Русском театре. Для взрослых в эти дни представят постановку «Часы с кукушкой». 7 января состоится большой рождественский концерт в филармонии республики с участием симфонического хора, струнного ансамбля, а также ансамбля саксофонистов. Праздничные мероприятия пройдут и в музеях. С 4 по 6 января музей Хамуса проведет мастер-класс игры на национальном инструменте. С 4 по 7 января новогодний квиз состоится в музейном комплексе «Моя история». Несмотря на достаточно комфортную температуру воздуха в Якутии, минус 30 градусов сегодня, в последний день уходящего года синоптики прогнозируют умеренный мороз. О том, какая погода ожидается в регионе в праздничные выходные, а также предварительный прогноз на следующий год, узнаем у Марферины Алексеевой. Природа преподнесла подарок для жителей республики, особенно проживающим в центральной и западной Якутии. Последняя декада декабря в этом году отличилась значительным повышением температуры. Показатели выше нормы от 4 и даже 10 градусов. Однако в новогоднюю ночь температура воздуха начнет постепенно понижаться. Как обычно, всегда хочется думать, что и дальше будет так же тепло. Но не тут-то было. Для центральных районов мы будем ждать постепенное понижение температуры. Сегодня 30 и 31 уже чуть ниже будет температура, а в течение новогодней ночи температура будет понижаться. И, значит, по прогнозу она будет около 40 градусов. Появится у нас туман, привычный для этого времени. Уже в начале января температура в центральной Якутии постепенно приблизится к норме, а это минус 40, минус 46 градусов. Самые теплые новогодние праздники ожидаются в западных районах республики. В Мирнинском, Ленском, Сунтарском и Вилюйском. На данный момент в этих районах самая комфортная температура, даже весенняя, и составляет минус 13-15 градусов. Но это ненадолго. Погода там будет меняться. Мы будем там ожидаем поземки, метели, где-то ветер в пределах до 15 метров в секунду, довольно высокая температура, которую я сказала. И далее с начала года там начнется понижение температуры. И довольно холодная воздушная масса, она будет с Оленёкского района через Мирнинский, Вилюйский, как раз опускаться на юго-запад республики. И там опять будут морозы. Низкие температуры наблюдаются в заречных районах и в январе будут еще понижаться. Могут составить минус 50 градусов. В полюсе холода сейчас минус 36, далеко от привычных 60. Но в праздничные выходные температура составит минус 50-52 градуса. Что касается итогов уходящего года, больших аномалий на территории республики не было. За исключением затора льда в Оленёкском, Улусе и пригороде Якутска. Катастрофическое наводнение, вызванное дождевым паводком, было в Верхоянском районе. Территория города Верхоянск была затоплена на 70-75%. Но текущее наводнение, оно не превысило катастрофический паводок, тоже дождевой, 2004 года, который наблюдался в июне того года. И наивысший уровень составил 11 метров 9 сантиметров. Да? А в этом году максимальный уровень был 10 метров 91 сантиметров. Разница составила порядка 18 сантиметров. Будут ли какие-нибудь аномалии и как пройдет паводок в следующем году, зависит от температуры воздуха в весенний период. Если будет весна ранняя и затяжная, то значит должно в принципе все пройти более-менее спокойно. А если она будет резкая, то придет резкое потепление, то, конечно, могут возникнуть в данной ситуации какие-то проблемы. Могут быть заторы, высокие уровни, которые приведут к затоплению населенных пунктов. Погода очень изменчива, а территория республики большая. Прогнозировать точное поведение природы никто не в силах. Однако всегда можно следить за актуальными предварительными прогнозами на телеграм-канале ФГБУ «Якутская УГМС» и на официальном сайте Якутгидромет. Марферина Алексеева, Джилостан Накентьев, Якутск. Житель поселка Тулагина изготавливает новогодние сувениры, символ будущего года. Он смастерил из березовой фанеры. Сначала делает набросок на бумаге, затем приступает к заготовке самой фигурки зайчат. После чего окрашивает акриловой, матовой краской или белой эмалью. Но это не все. Талантливый мастер готовит карнизы, наличники для окон, подставки для утюгов, телефонов, также мини-комоды для подарков с национальными узорами. Мастер окончил Намское педагогическое училище, работал более 20 лет учителем технологии. Сейчас является художественным оформителем вокального ансамбля «Туймада». Фигуры делаю более-менее 15 сантиметров.
высотой. А так краски-то, акриловые краски, матовые, глянцевые и еще разные эмали и прочее принимаю здесь. И там рисую. Всем жителям я желаю здоровья и благополучия, перед праздничным днем хорошего настроения. Ну а завтра, в последний день уходящего года, мы подведем итоги года. В программе «Якутия. День за днем». Начало передачи в 21 час. Обсудим достижения республики в области здравоохранения, образования, экономическое и промышленное развитие, IT-сферу и, конечно, столетие Якутии. Кроме того, трансляцию можно будет посмотреть на сайте нашего канала в разделе «Прямой эфир». На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, удачных праздничных выходных и с наступающим Новым годом!